Точечная застройка превратилась не просто в городскую боль жителей крупных мегаполисов, особенно городов Нур-Султана и Алматы. Точечная застройка стала просто городским кошмаром. Огромные многоэтажки пихают в небольшие участки земли, выращивают человейники, в которых дети элементарно не имеют возможности пойти в садик возле дома, где рядом нету школ, поликлиник, скверов, спортивных секций, где люди вынуждены, чтобы отправить ребенка в садик, ехать просто на другой конец города, и это возникает просто жуткий транспортный коллапс. Что делать с городской болью столицы Казахстана, города Нур-Султан, которая вроде бы, казалось бы, построена фактически с нуля и за 20 лет с лишним превратилась просто в какой-то человейник? Кто виноват и что делать? Об этом я поговорю с председателем общественного объединения Меном Елем Дала Куянбаевым Уралом Садыковичем, и мы попробуем разобраться в этой проблеме. Мы попробуем понять, какой выход есть из этой ситуации. Обязательно досмотрите это видео до конца. Жители столицы, алматинцы, пишите свои комментарии, что вы думаете про точечную застройку. Нажмите на лайк и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые актуальные видео на моем YouTube-канале Азизы Шужеевой. Урал Садыкович, ну, во-первых, скажите, сколько лет вы живете в столице? Вы коренной целиноградец или вы приехали? Приезжий. Живу уже около 20 лет. Откуда вы приехали? Я приехал с города Караганда. Угу. Ну, практически здесь вы рядом, да. Более того, в советское время часто проезжал через Целиноград, когда ездил в командировки. Так что представление небольшое о том, как развивалась наша столица, имею. Ну, практически она развивалась на ваших глазах. Можно и так сказать. Ну вот давайте, за эти 20 лет, вот как вы оцениваете, как развивалась наша столица, что сегодня мы с вами обсуждаем городские боли? Как мы дошли до жизни такой? Совершенно верно. Как мы дошли до жизни такой? Еще лет 10 назад, когда я, так сказать, выйдя на пенсию, еще продолжал работать, часто возил иностранцев. Восхищались нашей столицей, особенно в ночное время. Столица бурно развивалась, но ночью она красивая. Помню высказывания итальянцев: «О, Дубай!» и так далее. Но днем уже у них отношение, восхищение к нашему городу уменьшалось. Потому что как новый город строится, а возил-то я их фактически по левому берегу в основном, в новом городе пробки, это что-то архитекторы не доработали, не додумали. Ну, я еду за рулем и думаю, ну да, капиталистам говорить хорошо, все же в бюджет упирается, я же понимаю, денег нет и так далее. А вот сейчас я думаю, что дело не только в бюджете. К сожалению, в последние годы, 3-4 года, город начал превращаться, сказать, трущобы еще рано, но тенденция к этому имеется. И вся беда в том, что в угоду некоторым строительным компаниям генеральный план застройки столицы, за который платили иностранцы очень большие деньги, еще наш Эльбасы первый генеральный план, приглашал мировых архитекторов и урбанистов. Явно они работали не за спасибо. Наши власти города периодически перекраивают, повторюсь, в угоду определенной части застройщиков
и аффилированных с ними небольшой группы чиновников. А это приводит к тому, что условия проживания, условия для детей ухудшаются. Транспортные пробки – парадокс. Вот пример тех итальянцев. Новый город, как могут быть пробки. Социальные объекты. Школы переполнены в 2,5-3 раза. По детским садам цифры я не помню. Но тоже знаю, что госсадиков не хватает. Ну и частных не хватает. Даже частных не хватает. Согласен, потому что... Ну, просто частным негде даже размещаться, если у нас все застраивается объектами ЖК и плюс коммерческая недвижимость. Вот тут, к сожалению, я не взял с собой ответы Акимата из генплана, гор архитектуры и прочих. У них один ответ, типа город не может бесконечно расширяться, поэтому точная застройка – это неизбежность. Не зная ситуации, можно было бы, казалось, с ними согласиться. Мол, людям действительно надо где-то жить. Но, попав в общественное объединение Менен Елем Дала, вынужден был знакомиться с отзывами, с рецензиями на работы, с генеральными планами, с изменением ПДП. И я убедился, что вот это мнение, что город не может развиваться в ширину, а должен только застраиваться во всех точках, это мнение профессионалов середины прошлого века. Сейчас другая тенденция. Да, город не может бесконечно расширяться. Поэтому во многих городах мира введен мораторий на строительство жилья. Разрешено строить только социальные объекты. А строят и развивают города-спутники, которые соединяют с мегаполисом легкорельсовым транспортом. 20-30 минут, и вы со своего города-спутника, где вы проживаете, оказываетесь в центре мегаполиса. Вот это грамотное решение. Почему наши архитекторы, урбанисты присылают мне такие неграмотные ответы? Вопрос очень интересный. Хотя, в принципе, логично, что раз столица строится с нуля, то можно было взять самый передовой лучший опыт и его реализовать. А в чем тут, как вы думаете, все-таки собака зарыта? Собака зарыта, грубо говоря, в человеческой жадности. Вы обратите внимание, где строят эти точные застройки, ухудшая положение жителей вокруг стройки. В самых дорогих местах. Раньше я понимал, думал, когда не вникал в этот вопрос, ну да, коммуникации не тянуть, уже легче, дешевле застройщик. А сейчас, анализируя проблемные точки, я понимаю, строят в дорогих местах, где цена квартиры существенно выше, чем на окраине города. И, конечно, она будет существенно выше, чем в городе-спутнике. И именно по этой причине они, некоторые застройщики, не все, рвутся в эти точки, строят, нарушая все СНИПы, нормы проживания, накаляя, создавая напряженность в обществе. На это им плевать. Более того, я вспомнил Ле Корбюзье, знаменитый мировой архитектор, автор так называемой брутальной архитектуры, стекло и бетон, упрощенно. У него знаковые объекты по всему миру. Город построен в Индии по его проекту целиком и считается украшением Индии. Для туристов завлекает. Так вот этот товарищ, у которого целая архитектурная школа, еще в 1965 году писал, что здание, даже самое прекрасное, построено без учета требований окружающей среды и учета требований жителей,
со временем превращается в бетонные трущобы. Точнее, в бетонные джунгли, которые позднее превращаются в бетонные городские трущобы. Это я прочитал где-то в 1965 году. Для нас такие проблемы абсолютно непонятны были. Ну ладно, это для загнивающего Запада. А что мы видим сейчас? Пихают, другого слова не найду, строящиеся человейники вплотную к жилым комплексам, не учитывая, что в этих жилых комплексах уже проблемы с транспортом. В часы пик выехать со двора. Мне один товарищ жал, что со двора не мог выехать 20 минут на Туран в час пик. Проблемы с канализацией, с водопроводом. Сейчас требуют от КСК и от ОСИ ставить шайбы на тепловые трубы, то есть тепла не хватает. И несмотря на это, продолжают строить многоквартирные, многоэтажные дома. Причем строят в местах, которые были запланированы генпланом под школы, детские сады, поликлиники и даже спортивные центры. Про скверы я молчу. Парки, если не вникать, то в общем кажется, что их достаточно много. Но в целом, вся вот эта политика, которая проводится в последние годы очень интенсивно в нашем городе, существенно ухудшает положение жителей, простых жителей, ухудшает экологию, но на это, как всегда, у нас в последнюю очередь экология, но самое главное, обижает детей. Вот именно. Вот сегодня я тоже с демографом разговаривала, она говорит, вот вы представляете, какое мы вырастим поколение детей, которые не видели нормального детского сада, не видели нормальной школы, не которых в трехсменке где-то сидели по 40 с чем-то человек, где учитель даже не помнит ученика своего по имени. Совершенно верно, совершенно верно. Какие могут быть знания? И все это, еще раз повторюсь, только потому, что заботится об интересах, об их максимальной прибыли застройщиков, о получении максимальной прибыли застройщиками. Ведь строят многоэтажки, например, на Туран-42, это Спорт-Сити. Почему так надо было там пихать? Когда вот сейчас в районе, ну я езжу по городу много, внука вожу, в проблемные точки езжу, на собрания езжу жильцов. Есть места, почему их не застраивают? Вот, например, на объездную дорогу выход с Ханов-Кирея и Женебека, пустыри, отдельный какой-то жилой массив там возводится нормально. Но почему там не начинают строить? Повторюсь. Набережную застраивают. Мы скоро Вообще не сможем ужасно. Гулять Совершенно вокруг нашей реки. Только потому, что стоимость квартиры в этих районах существенно выше, чем в других районах, в этих так называемых престижных районах. Но я удивляюсь, как люди не понимают, что приобретая квартиры, поддерживают этих застройщиков. Ну да, крыша нужна, может быть. Поддерживают этих застройщиков, но завтра они столкнутся с этими проблемами. Ведь возьмите пример Хавил Астана. Недавно, кстати, в суде, позавчера, по-моему, положительное решение о том, что необходимо, решение суда, что необходимо строить школу вместо человейника, который хочет построить застройщик. Понятное дело, что стоимость школы, прибыли со строительства школы и строительства 18-24-этажного человейника многократно разнится. Это понятно. Но то, что нет школ, то, что вы сказали, ухудшается образование, это их не волнует. Но здесь еще есть нюанс. У нас, по-моему, эти власти практически экспериментируют над населением. Простенькие примеры. Триатлон-парк, Моралий мост. Планировали
построить 18-этажный, кажется, дом в потенциально опасной зоне у моста. Раньше, в советское время, да и сейчас эти СНИПы продолжают действовать, Госгортехнадзор сразу бы зарубил. Мост стратегического значения. Что-нибудь произойдет с этим домом. Что будет? Не думают. Просто очень хорошее место. Особая боль для городской среды, для горожан, которые понимают и анализируют, а очень много, к сожалению, тех, кто не анализирует, это Талдыколь, Малый Талдыколь. Я не сторонник заступаться за краснокнижных птиц и так далее. Если бы выбирать, действительно не хватает крыши для людей и краснокнижным, ну, закрою глаза, казалось бы. Но здесь же ситуация другая. Малый Талдыколь, естественное природное образование, мелководное озеро. Многие могли бы считать его болотом, заросшим камышом, хотя водная гладь, поверхность была очень большая. Но я общался с местными жителями. Они говорят, были аулы рядом, сравнительно недавно еще. И лошади пили эту воду. То есть вода была чистая. Затем, не знаю, при каком акиме, кто, решили использовать эти озера или рядом построить канализационные отстойники. Естественно, озеро начало гибнуть. Город начал приближаться, отстойники убрали, естественно. И, о чудо произошло, озеро начало очищаться. Благодаря чему? Любой грязный водоем будет очищаться только при поступлении чистой воды в достаточном объеме. Считать, что за счет поверхностных стоков, особенно после того, как начали застраивать, перекраивать дорогами и так далее, нельзя. Значит, правы ученые, которые бьют тревогу и говорят, это озеро питается подземными водами. Причем в достаточно большом объеме, это уже мое мнение, раз канализационный отстойник очистился. Это ж какой объем воды поступает? Начали засыпать. И вот тут вопрос, а кто-нибудь исследовал, что будет с теми домами, которые хотят построить на засыпанных участках? Что будет через 5-10 лет? Куда денется эта вода? Начинают некоторые говорить, что вся Астана, левобережье построены на болотах. Да, мелкие водоемы и так далее, которые питались поверхностными стоками в основном. Их засыпали, это все нормально. Поэтому дома стоят. Но Талдыколь – это самая низшая точка города. То есть эти подземные воды, там они, по сути дела, даже подпорные. Потому что междуречье между Есилем и Нурой, там есть определенный водоносный горизонт, который напитан. И вода в низшую точку идет под давлением. Что будет с теми домами? Что за эксперимент проводят над жителями этих домов? Вот и здесь я пользуюсь возможностью, прямо призываю не покупать дома в тех районах, пока не установят, а можно ли там действительно строить. Может, я не прав, Ведя, но такой мощный аргумент, что канализационная клоака в течение короткого времени, 3-4 лет очистилась до такой степени, что поселились краснокнижные лебеди, фламинго, пеликаны. А про растительность краснокнижную это только специалист может рассказать. И вот скажите, куда пойдет эта вода? Есть народная мудрость. Вода дырочку найдет. То есть она пойдет туда, где слой грунта нарушен. Степь она не пойдет. Там грунт не нарушен. Пойдет в город, подпор. Что будет, не знаю. Почему? Вот выскажу свое мнение. Почему не боятся так экспериментировать над людьми? А по-народному говорят, нахапают деньги и уедут в теплые края. А мы будем отдуваться. И отдуваться будем за счет бюджета. Бюджет кинется спасать людей, помогать. Он не оставит в беде.
Это парадоксальная картина. Повторюсь еще раз для тех, кто хочет купить там дома. Мое мнение, идет эксперимент, не будьте подопытными, не рискуйте. Покупать будут простые люди. И тут еще один парадокс я заметил. Когда мне сказали, я не поверил. Число построенных квартир в Астане в 2,5-3 раза превышает число зарегистрированных жителей. Как? Зачем тогда строить, казалось бы? Ну да, люди приезжают, им квартиры нужно. То есть их сдают. Но так никогда город не насытится, если не ведет правильную градостроительную политику. Я понимаю, когда люди с ограниченной возможностью, семьи, у которых дети болеют, рвутся в Астану. Это правильно, это понятно. Но на всех квартирах не настроишься за счет бюджета. Вот как это решать? Выход только один – развивать города-спутники. Там и жилье подешевле будет, и попроще построить, которые будут соединяться хорошими транспортными коммуникациями с мегаполисом. Другого варианта в мире пока нет. И который разгрузит, в принципе, и поток. Совершенно верно. Собственно говоря, почему? Позвольте, я раньше времени перейду к линейному парку. Да, вот я как раз хотела задать, давайте разберем вот линейный парк. Я живу на улице Почему это вызвало Акмешита, такой резонанс? на улице Акмешит, дом 11. Прямо напротив второй очереди линейного парка. И был абсолютно спокоен, будет парк, особо не вникал. Ну, построили там кобус-сараи. Довольно так интересное архитектурное решение. Так, не вникаю. Хотя жители на него жалуются, ну бог с ним, ладно. Спокойно сижу и так далее. Вдруг узнаю в начале прошлого года, что хотят построить 18 24-этажных домов. На территории линейного парка. Опять не вникаю, но, товарищи, абсурд. Пробки транспортные. Туркестан всегда перегружен. Да. Канализация. У меня соседи знакомые в 2 ЖК, Олимп-Палас-1, Куркем-2. Весной постоянно жалуются, что канализация. Более того, я проезжаю по Ханах-Кирея и Женебека, между Туркестаном и Акмешит. Там всегда запах канализации. Мимо кобус-сарая проходишь, тоже запах канализации. Но куда это годится? Что будет дальше, когда построят эти дома? Естественно, начал против. Начал спрашивать людей. И у нас раньше меня появились инициативные люди, создали чат, писали петиции. Только одно ЖК Олимп-Палас-2 собрало под письмом президенту 1200 подписей. Это очень большая работа, насколько люди были. Затем вроде затихло. Потом наши товарищи, скажем, с архитектуры или с таких близких структур сообщают, что опять оживились застройщики и пытаются строить. Люди уже немного остыли. Тут я подключаюсь. Это же парадокс. Начинаю изучать вопрос полностью. Оказывается, линейный парк японский архитектор запланировал необычной формы, такой прямоугольный. По примеру многих парков. В Нью-Йорке, например, есть, еще где-то есть. Такая удлиненная форма для того, чтобы проветривать, вентилировать близлежащие жилые районы. Это первое. То есть, если их застроят, вторую очередь линейного парка, то во что превратится экологическая обстановка в уже построенных жилых кварталах. Дальше начинаю вникать. Подождите, а с чего это вдруг поменяли генплан? Повторюсь, за тот генплан, который Эльбасы утвердил по его просьбе, из бюджета очень большие деньги отдали. Более того, в 2019 году, по-моему, или в 2020, была корректировка генплана урбанистами. Ну, назвали его почему-то мастер-план. Вникать не буду, какое отношение имеет к генплану. Но
разрабатывали международные эксперты крупного уровня, также наши товарищи, местные специалисты. И этот проект занял первое место по урбанистике в мире, то ли в 2020 году, то ли в 2021. То есть он великолепен. И некоторые решения из этого мастер-плана по благоустройству, например, построить площадки под мостами, благоустроить, благоустройство дворов, наш акимат в лице Кульгина интенсивно внедряет. Посмотрите, как на сайтах наш аким на таких площадках престижных, показательных хорошо выступает. Ну, замечу, что ни на одном проблемном объекте Кульгинов практически не был. А сколько проблемных объектов? Я боюсь соврать. Вот в нашей ЕГЭ входит 13 инициативных групп. Грубо говоря, каждая инициативная группа – это один проблемный объект. Ну, можно перечислить вот примерно? Хорошо, начну. Линейный парк. Линейный парк, на который покушаются до сих пор, да? Формально дали отписку типа, что отозвали разрешение на аренду строительной компании на этот участок. Тогда идет второй вопрос, а что там будет? И вот уважаемый Кульгинов, прекрасно владеющий речью, не имеющий слов-паразитов, в одном интервью на вопрос журналиста, что будет с линейным парком, начал спотыкаться. Половина выступления, посвященного линейному парку, первая половина – это спотыкание речью, слова-паразиты, а вторая часть скороговоркой будет парк, сквер и общественное пространство. Разбирайтесь, как хотите. В общем, первая очередь линейного парка уже сдана в эксплуатацию. Это от Абу-Даби Плаза до улицы Алматы. Хороший ли он получился, плохой ли, но через несколько лет там будет хорошо. А вот вторая очередь, на них оставались вагончики, оставался цементный завод или еще какой-то. Сейчас его потихоньку демонтируют, пытаются участок земли рекультивировать. Все это медленно делается. А вот заявление, что будет сквер и общественное пространство, вот это очень интересная формулировка. Сквер – это зеленые насаждения между жилыми кварталами. Формально можно сказать, существует Куркем-2, ЖК Олимпалас-2, существует Осиак Мишит, существует Экспо-Тауэр, между ними будет сквер, зеленая зона. А почему тогда не сказать, что будет парк? Вот это наводит на мысль. На все ответы пишем исполнителям, вначале у них спрашиваем. Пишите запросы, мы ответим вам. Ну и что ответят? Если у меня на руках более 12 ответов от официальных органов на мои обращения, уже я писал сам. Когда я включился в июле, президенту 450 подписей еле-еле я собрал. Это тяжелая работа. А потом я думаю, простите, а почему я собираю подписи? Есть председатели ОСИ, КСК, они уполномочены от имени жителей. Начал беседовать. Да, юридически имеют право достаточно написать председатель КСК такого-то жилого массива. А потом думал, почему их уговаривать? Это мое мнение. А они осторожничают. Многие из них участвуют в проектах с акиматом. Например, благоустройство двора. Кто из них захочет ссориться с руководством? И начал писать уже вначале от своего имени, вместе с еще 2-3 пенсионерами. Затем раскрутили инициативную группу по линейному парку. И вот тут надо очень интересная история. На все мои ответы, на все наши запросы, включая и Генеральную прокуратуру, и администрацию президента, и премьер-министра,
У меня впечатление, что до них не доходит. На каком-то среднем звене у них алгоритм действий. Переправить на акимат. Акимат пишет. Все по закону, поменяли ПДП, будет построено. И начинают меня, ну как сказать, начинают мне вешать лапшу на уши. Более конкретно. Один из первых ответов. Строятся эти жилые комплексы для решения проблемы замороженных дольщиков. Прекрасно. Да, действительно, людям надо помочь. Их обманули и так далее. Но я сразу же, как бывший инженер, задаю вопрос. Простите, хорошо, он решает проблему замороженных дольщиков за счет привлечения средств на строительство этого жилья. И из этих средств он будет доканчивать, завершать замороженные объекты. Все прекрасно. А почему мы должны страдать? Это вопрос. Теперь акимат мне пишет, да, вы там беспокоитесь о транспортных пробках, о канализации. Дороги будут расширены, чтобы не было транспортных пробок. Хорошо. Пройдем дополнительную канализацию от Талдыколя. Тоже хорошо. Но тогда вопрос, а за чей счет? А вот на этот вопрос я ответа не получил. За счет бюджета? Простите, может быть, за счет модернизации транспортных артерий и проведения коммуникаций, и будет вполне достаточно, чтобы достроить те объекты. Дайте цифры, я могу прокинуть. Ответа нет. И тогда второй вопрос. Ладно, вы скрываете. А почему я должен верить вашим инженерным решениям? Туркестан расширили на 4 метра. Пробки как были, так и остались. Ну да. Абу-Даби Плаза. Пока еще введено в эксплуатацию 3 этажа, по-моему. Что будет, когда достроят, ведут все в эксплуатацию? Но уже сейчас Абу-Даби Плаза не достроена. Новые жилые кварталы не начали строить. Попробуйте выехать с подземного паркинга. Да нет, там будет коллапс. Вот этот Саганак, Туркестан, там же еще вот это, как памятник коррупции, стоят столбы ЛРТ. И получается, что там вообще просто будет коллапс. Поэтому я не верю их инженерным решениям. А когда я узнал, что мировая тенденция строить города-спутники, ну как я должен относиться к этим специалистам? Хотя, честно скажу, из общения с акиматом на среднем уровне, со службами, Астана-Су, Теплотранзит, на среднем уровне, до генерального я не доходил. Грамотные специалисты. Очень рад, что есть такие товарищи. Грамотные специалисты, но они повязаны по рукам и ногам. Вот здесь надо ковыряться. Кто им вяжет, создавая такие условия, что они идут против своего профессионального кодекса. И против своего народа. И против своего народа. Это главное. Тем более они сами здесь живут, подтверждают, Да. что мы правы, когда говорим про пробки. Ну и также страдают от этого. Да. И вот такая школа открылась в городе Нур-Султан. Это Ultuk Business and Engineering School. Всю информацию об этой школе вы найдете в ссылке в описании к этому видео. Там будут и сайт этой школы с контактами, и ссылки на аккаунты в социальных сетях. Чем уникальна эта школа? Она уникальна тем, что она развивает у ребенка STEM-дисциплины, обучает STEM-дисциплинам, развивает инженерное мышление и, самое главное, помогает потом все это правильно монетизировать в предпринимательские и лидерские навыки. У каждого ребенка, помимо преподавателей высококвалифицированных, будет еще и личный наставник, что очень важно в воспитательном процессе. Каждый ребенок, помимо основных языков, будет иметь возможность изучать еще 2 дополнительных. И плюс ко всему в этой школе разработана уникальная авторская методика, основанная на и адаптированная для наших казахстанских ценностей, для ценностей нашего
общества. По промокоду Техновумен и по моему имени вы можете получить очень хорошую скидку. Контакты все указаны. Август скоро заканчивается, поэтому не забудьте, что вам нужно найти для вашего ребенка классную школу. И те инвестиции, которые вы вложите в его образование сегодня, я думаю, что будут полностью эффективны, когда ваш ребенок будет самореализованным человеком с классным образованием и который найдет свое место в жизни. Дети — наше будущее. Давайте сегодня думать о том, какое будущее мы им дадим. Давайте еще какие объекты. Угу. Спортсити я знаю очень хорошо, потому что участвовал в нескольких митингах, собраниях, поддерживал. Во дворе проводили они. Прекрасно построенный дом с прекрасной внутридомовой территорией, закрытой и так далее. И рядом буквально строится. Один по генплану есть многоэтажное здание. Жители против него ничего не имеют. Мы когда покупали квартиры, говорят они, мы знали, что там будет построен многоэтажный дом. И застройщик строит нормально, никто к нему претензий нет. А вот 3 точки. Школа, спортивный центр Головкина, имени Головкина, и, боюсь соврать, детский сад, по-моему. Вместо них строят то ли человейники, то ли муравейники, я уже не знаю, как сказать. Причем строят они в такой близости, пусть дома смещены друг относительно друга, но строится так, что между ними 17 шагов. Вот они перекрывают. Что это такое? Угу. И нехватка социальных объектов. Да. Ужасно. Поэтому, кстати, тут маленький парадокс-то еще есть. Жители протестуют на законных основаниях, добиваются запрета остановки стройки, подают в суд. Пока это все время идет, застройщик смело строит, уже 9-й этаж возвел. Хотя имеется запрет на проведение строительства. Некоторые органы, убедившись, что они строят без разрешения, еще какие-то нарушения, останавливали, а те спокойно. В любом случае застройщик же строит по согласованию, гласному или негласному с акиматом. С кем-то. Он же не рисковал бы своими деньгами. Совершенно верно. И вот тут парадоксальная ситуация. Прошел суд, Спортсити проиграл. Фактически. Судья, грамотный, отдаю должное, грамотный, мотивировал так, упрощенно, как я понял его. Есть 2 вида зла. Меньшее зло – это построенные дома, и большее зло – это снести. Застройщик потеряет, уже квартиры проданы, пострадают люди и так далее. Поэтому… Но это он исходит из зла на текущий момент. Но а то, что стратегически посеет зло, он об этом не думает. Более того, он не прав в той части. Любое зло должно быть наказано. Все же мы… Верховенство закона. Да. По зарубежному опыту. Но в советское время много детективов читал. Судебная система. Да, это зло будет меньшее, но оно тоже должно быть наказано. Пусть не так жестко, но хотя бы компенсация жителям за доставленные неудобства. Их обманули же. Они детей вынуждены… Когда я приводил пример, что 20 минут товарищ не мог выехать на Туран, это как раз в Спортсити в час пик. Не мог ребенка отвезти в детский сад перед работой. Их обманули, компенсировать надо. Пусть дорогу построят за свой счет, не за счет бюджета. Пусть сквер, хотя там недалеко вроде ботанический парк, но молодые мамаши с колясками, дорогу переходить и так далее, хотели бы иметь. Это ладно. То есть сам принцип судья нарушил. Верховенство закона и неизбежности наказания зла. А это фактически он привел к тому, что застройщик посмотрел, другой застройщик посмотрел
и будет продолжать нарушать закон. Мгм. Это спортсети. Дальше объекты. Ага, давай. Дальше. Спорт Тауэр. У них я на собраниях не был, вникаю, но они тоже сторонники подавать в суд. Проблемы с адвокатом, большие деньги, ну, сами понимаете. Но у них то же самое. Нет тех объектов социальных, которые им обещали. А строятся человейники. ЖК «Крокус» тоже протестует. Ну, немного у них ситуация получше. Не так влияет на транспортные потоки, возможно, повлияет на тепло, на канализацию, но это в будущем, когда построят объекты. Но грамотные люди, инициативные люди протестуют. И что мне понравилось, что в этом ЖК «Крокус» очень хорошо организованы. На первое собрание, которое я ходил перед застройщиком, великолепно организовали. Молодые люди, ну, для меня все моложе 30-40, молодые, интеллигентные, с хорошим образованием, знающие свои права и свои обязанности, подчеркиваю. Очень рад, надеюсь, что у них что-то получится хорошее. Еще объекты какие? Целиноград. Очень. Это где? А вот как раз улица Кумузбекова, я считал, что это правый берег. Возможно, это и есть правый берег. И хотя там несколько спорных объектов, старые гаражи сносят. Вместо сквера, который по плану должен быть, строят башни. Вначале 5 башен. Акимат обещал уменьшить число башен, чтобы построить сквер. Но люди же контролируют. Люди научились пользоваться интернетом, вот эти срезы генплана и так далее, как-то со спутника контролируют. Фактически все остается на этом месте. И вот парадоксальная ситуация. У меня один из аргументов, кстати, в Линейном парке, что если построят эти многоквартирные жилые дома, то стоимость наших квартир упадет, в теории. Мне некоторые, даже официальные лица, да нет, ну это просто неизбежно, старение и так далее, а в целом нет. А вот по ЖК «Целиноград» там очень активный член нашего общественного объединения, Айжан, добивалась, воюет, организует. И как председатель сервисной компании, по-моему, руководитель сервисной компании или председатель ОСИ, с акиматом добивается благоустройства своих внутридомовых территорий. Что-то сделали ощутимо, очень хорошо по сравнению с тем, что было. И я так вскользь, ну, хоть бы люди ценили это, я же знаю, все доброе, что делаешь, быстро забывается. Нет, говорит. Ко мне подходили бывшие наши жители и говорили: спасибо, что вы добились строительства, благоустройства территории. Мы выгодно продали свои квартиры. То есть это закон рынка сработал. Вот этот аргумент я только недавно услышал, и везде я буду показывать, что все же законы рынка работают. Еще какие объекты? Давайте Так, назовем. Целиноград, так, какие я еще не назвал. Городской романс, триатлон-парк. Триатлон-парк вроде бы строительство заморозили. Да, Хотя говорят, что вроде товарищ Рахимбаев много полезного делает для города, отдает должное руководителю этой строительной компании. Вот. И нападки на него, если по делу, а не нападки конкурентов. Если по делу, я за. Но боюсь, что это некоторое оживление конкурентов. Еще какие? Вы, Азиза, простите, я не подготовился на память о всех. Вот Ну их если на всего бумажке, 13, это же тоже 13, достаточно. ну, мне хватает вот так. Да, за каждым стоит отдельный человек. Совершенно верно. И вот Линейный парк. Давайте посмотрим. Есть еще несколько объектов. Сейчас вот был бы телефон, я бы название взял. Пишут ЖК, Засыл, Астана, что ли. Там тоже нехорошая ситуация. Еще какие-то.
есть каждый раз вам объекты. поступают жалобы? Да, ну, жалобы-то поступают. Делимся опытом, говорим, что надо делать. Делают они это или нет, не всегда. Расскажите про общественное объединение Мендель. Вот это очень интересно. Воевали за линейный парк. Получали отписки, что все законно, что вы и так далее. Вы не правы, отнимаете время у занятых людей, хотя бы и так в разговоре слышу. Пытался в чате доказать, товарищи, из опыта Караганды, не совсем положительный, но там один район мы отстояли в свое время, еще в начале независимости. Небольшой сквер отстояли. Сейчас, правда, жалею, что отстояли. Но это уже вторая канва всех наших действий. Нет чисто положительных явлений. Призывал, делился опытом, только собрания. Тогда нас услышат. Если выйдет человек 500, еще лучше 1000. Мирно, законно. Вот как последние январские события в Жанаузене, где они провокаторов отсеяли и почти в течение недели проводили митинги, собрания. И, как говорится, когда закончили собрание, даже почистили за собой территорию. Вот так надо. И никого из них не обвинили в чем-то, в нарушении закона и так далее, и добились исполнения своих требований. Но у нас, во-первых, контингент тяжелый, большинство приезжие. Это раз. Во-вторых, самое главное. Приезжие, то есть они еще не идентифицируют себя со столицей, да? То есть они ее еще не считают своим родным домом. Возможно. Такой вот синдром как бы приезжего человека. Однозначной оценки не дашь. Дело в том, что бюджетники боятся участвовать в собраниях. Даже подписи, когда собирал подписи. Они боятся репрессий на своих рабочих местах. Совершенно верно. МВДшникам, военнослужащим им запрещено, тоже понятно. А есть еще, к сожалению, очень большая категория жителей, наших граждан, которые до сих пор считают, что все бесполезно, плетью обуха не перешибешь, и просто машут рукой на тебя. Типа иди. Плюс добавьте еще квартирантов. Они тоже считают, что проблема вот этого ЖК, не ихняя проблема. Их пытаюсь убедить. Даст Аллах, вы купите, получите квартиру. Где гарантия, что такая же ситуация не возникнет на вашем месте? Вроде соглашается, но проблема. То есть сегодня можно сказать, что общественное объединение Мендель стало неким таким городским центром для решения для решения головной боли, да, вот этих проблемной точечной застройки и по помощи именно горожанам. Раз вы рассматриваете, вы работаете с 13 кейсами. Совершенно верно. Более того, как мы пришли к идее создания. Я не докончу по линейному парку. ЖК Коркем-2, хватит писать, организовали первое собрание. Это где-то так, январь-февраль, середина февраля. Первое собрание чисто организационное, фактически. Назначили встречу на следующую, через неделю. А вот уже на вторую встречу, то, что полиция пришла, то, что КНБшники были, это ладно. Уже представители акимата пришли. Впервые обратили внимание. Затем линейный парк проводил много собраний еще в рамках закона. Один раз, правда, вышли к ботаническому саду. Там нас сразу предупредили, что это незаконно. Хотя мы собирались и прогуляться, но раз видит Департамент внутренней политики, что нарушаем, мы законопослушные. То есть акимат, по сути, не реагирует на обращения граждан, а обращает внимание только на мирные собрания. Совершенно верно. Сам акимат, получается, порождает эти мирные собрания.
Если бы он Именно это так. решал именно в рамках закона. в рамках закона, в Если- рамках обращений граждан, тогда не было бы столько запросов на Совершенно митинги. Если бы искали компромисс, вот, например, ЖК «Крокус», там можно найти компромисс, там не настолько критичное положение от застройки. Есть еще одно ЖК, которое подало заявление в ООО, вот забыл, все же надо секретаря с собой водить. Вот. А потом перестало, просто вежливо ответили в чате нам, что мы нашли компромисс с застройщиком. Поэтому мы успокаиваемся. Но мой жизненный опыт утверждает, что любой компромисс, он половинчатый. И исполнение всегда беднее, чем задумка. То есть, скорее всего, к моему сожалению, эта инициативная группа скоро обратится к нам за помощью. Вот здесь я вспомнил еще одну инициативную группу. Кенесары 8, школа называется, на Кенесары 8. Суть. Вы представляете тот район, он перегружен и так далее, но там противодействие частного сектора и уже построенных домов. Жители новых построенных домов против того, чтобы сносили этот частный сектор и строили человейники. Им нужна школа, им нужен сквер в том районе. Вот сейчас я обсуждаю с одним товарищем из частного сектора проблему создавать свою инициативную группу. Да, они заинтересованы, чтобы их ветхие дома снесли. Государство на это денег не имеет. Да, надо привлекать застройщика. Значит, ищите компромисс. Жители МЖК, уже построенных, частный сектор, инициативная группа и застройщик потенциальный. Где-то он подвинется, где-то вы подвинетесь, где-то те согласятся поменять. Но без компромисса тут нельзя. Но Кенесары 8 очень активная группа в общественном объединении. И продолжу свою мысль. В одиночку это бесполезно. Собрания уже обращают внимание. А тогда мы, слыша про другие точки, кстати, к своему стыду про Талдыколь до середины прошлого года я и не слышал ничего, не знал, не обращал внимания. Запах шел когда-то, когда я еще работал, канализационные отстойники. А вот сейчас уже, когда познакомился с инициативной группой СОС Талдыколь, я уже понимаю опасность от засыпки, опасность от того, что эти решения скажут, как аукнутся в ближайшем будущем. И еще по Талдыколю, хорошо, не буду, продолжу. Кенесары, школа 8, замечательная группа. Вот пытаемся найти компромисс. Я еще, знаете, хотела задать такой вопрос. А как вот понятно, вот эти социальные, инфраструктурные проблемы, понятно. А вот вообще еще, как вы оцениваете вообще внешний облик нашей застройки? Вот смотрите, у нас были, я не знаю, я не специалист, я не урбанист, но на мой обывательский взгляд, мне кажется, у нас какие-то идут постоянные волны. То мы увлекались стеклом и бетоном, да, и строили все а-ля Дубай. То было какие-то там европейские стили, да, парижский квартал, там, что-то в таком духе застраивался. То теперь пошли строить американского типа какие-то коробки, да, такие коричневые. Вот с точки зрения еще, скажем так, дизайна, как вы оцениваете вообще развитие архитектуры нашего города? Как горожанин. Вопрос для меня очень сложный. Я точно знаю, что на вкус и цвет и так далее. Тем более я не специалист в урбанистике. Но по аналогии. Лет 15-20 назад, когда я только переехал с Караганды, мы обсуждали, конечно, Астану, обсуждали пробки дурные, которые мы сами создавали. Тогда не было необходимости. Водителей. Вместо того, чтобы взаимоуважение, взаимно пропустить, тогда бы не было пробок, норовят запечатать перекресток.
Вот так создавались пробки. Большие были пробки. Обсуждали и отдавали должное, говорили, очень сильные архитекторы. Намного выгоднее, то есть, прошу прощения, намного сильнее, грамотнее, чем, например, в Караганде или в других городах. Так строилось. С каждым годом все ухудшалось. Например, возьмите архитектурный стиль вы задели, триумфальная арка, хороший стиль выдержанный, и построили стеклянную коробку. Ни к селу, ни к городу не вписывается. Зачем нарушать этот стиль? Я не имею в виду здание ЦОНа, бывшего банка Санабанк. Он в стороне, он не закрывает. А вот прямо в середине, ну, когда едешь с аэропорта, с левой стороны, вот забыл номер дома. Да-да-да. Вот, стеклянная коробка не вписывается никуда. Ну, таких объектов очень много. Их как будто просто накидали еще сверху. И это еще ладно. По крайней мере, он хоть аккуратно смотрится. Вот раньше, помните, в годы перестройки, позднее, и в Москве критиковали, и в Алма-Ате, и здесь. Приходит новый градоначальник и начинает менять бордюры прошлогодние на новые. У меня сейчас создалась ситуация, что у кого-то из властьпридержащих появился завод по облицовке зданий темно-коричневыми плитками и по выпуску темно-коричневой краски. Потому что все новые дома, на левом берегу особенно, да, строятся, может, кому-то нравится. Но я не скажу, что я такой специалист, но я помню фильмы про Гарлем 30-х, 40-х годов. Вот такое же впечатление, очень похожие дома. Ну и это ладно, соглашусь, архитектурный облик, главное крыша, комфортная среда, это уже на второй можно ставить. Потому что, еще раз повторюсь, может быть, это тенденции в мире архитектурной, использовать эти цвета. Но хотя у меня подозрение, что у кого-то свой собственный бордюрный заводик появился по выпуску облицовочной плитки и коричневой краски, темно-коричневой. Вот. Еще момент. Парадоксально, что высотные дома строят в центре, там, где и так уже нагружены все артерии. Почему не строят? Вот сейчас на объездную дорогу с Ханов-Кирея, Женебека выезжаешь, степь прекрасная. Там строят малоэтажные здания. Не пойму. На правый берег Талдыколю едешь по этим улицам. Дома 9-этажные, проспекты широкие. Почему не 18-этажные, как хотят где-то в узких переулках? Это серьезный упрек к нашим градостроителям. И вся беда в том, что общественность, что граждане активные, отстранены, не имеют возможности высказаться. И повлиять на процесс. Хотя бы высказаться. Высказаться. Потом уже можно добиваться. Вот парадоксальная ситуация. Сейчас же показывают военную технику в Китае, по городам едет. В связи с Пелоси, Нэнси Пелоси, Тайванем и так далее. Военная техника, не буду вникать. Ну, какие широкие проспекты. Да. Высокие дома. А как широко они стоят друг от друга. Может, за ними там лепят, не знаю. Но, по крайней мере, вот эта часть. А у нас? У нас нет ни одного проспекта, который соответствует вот тому китайскому городу. Они строят же, видите, они строят сразу на 100 лет вперед. Вот. Там небольшой какой-то поселок, и вот такая дорога. Совершенно верно. И они думают о будущем. А у нас все эти градостроители, Ну, все горизонт эти 1 год. Да. Вот еще раз. Платформа «Городская боль» 1, 2, 3, 4 и так далее. Надеюсь, будут еще такие же прекрасные выпуски. Она осуществляется на платформе Народной партии Казахстана. А сегодня мне случайно попался ролик Эльмедиа, там, где заявляют, что наши министры обороны, так сказать, обслуживают интересы России, производителей военной техники России и Китая. Хотя у нас есть собственный производитель бронированных машин. Кстати, в 2019 году у нас же была выставка
военной техники, мировая, наш Барыс там смотрелся достойно по сравнению с этими, рядом со всеми. Почему принимают решение? Ну, я понимаю, у Турции, может быть, политическое решение наш президент подписал. Но нельзя забывать про своих производителей. Там 3000 грамотных, профессиональных специалистов, в том числе и инженеров. Плюс, как сказал, вот опять фамилию забыл, прошу прощения, видимо, возраст уже все же сказывается. Канву ловлю общую, а детали забываю. Они готовят инженеров. Ну, я поняла вашу мысль, то, И что вот вы говорите, Народная что... партия Казахстана могла бы инициировать этот запрос. Если я, как гражданин, напишу в чате, без толку. Более того, мы вот общественное объединение Елим Дала, я так и не докончил еще причины создания его. Несколько раз инициировали. Ведь даже на встречу с депутатами Мажилиса ответственные лица не приходят. Обратите внимание, глава горархитектуры не являлся, присылает средних чиновников, которые ничего не решают. Это потеря времени. Нам вот нашему общественному объединению Елим Дала предложили позавчера, по-моему, встретиться. Будут, мол, такие-то товарищи. Ну, во-первых, назовите их ранг, что они могут. А во-вторых, мы уже с ними встречались, лично я 5 раз встречался, как представитель инициативной группы, а в последнее время как представитель общественного объединения Менен Елим Дала. Если даже на вызов депутата Мажилиса они не приходят, создают. А вот сейчас, надеюсь, в условиях нового Казахстана, слышащего Казахстана, мы многого добьемся. Есть положительные шаги. Вот сейчас я хотела бы вот к следующей части перейти. То есть мы с вами разобрались в вопросе, кто виноват. Хорошо. Кто виноват? То есть понятно, что мы уже это поняли, что за последние несколько лет, получается, акимат в лице акима и соответствующие заинтересованные застройщики в погоне за сверхприбылями начали просто извращать, губить город, губить облик города и создавать невозможные условия для развития казахстанских семей. И вообще потенциально могут загубить все будущее поколение, которое вырастет в этих джунглях. Это понятно. Теперь давайте, что делать? Кто виноват, разобрались. Теперь что делать? Что делать? Как мы можем повлиять? То есть, во-первых, понятно, через платформу политических партий, как мы сейчас и как вы, как общественное объединение, продвигаете. Извините, Азиза, перебью вас. Давайте. Одной платформы политической партии недостаточно. Хорошо. Что еще Это нужно? первое. Ее надо, чтобы поддерживали массы. Угу. Вот, кстати, мы с вами 20 числа организуем городской митинг. Да, мирное собрание. Мирное собрание. Впервые за несколько месяцев мы получили разрешение на проведение митинга. Как вы получили это разрешение? Это, наверное, отдельная история. Это тоже отдельная история. Инициативные товарищи предлагали, да, нужно собрание. Без собрания нас не слышат. То, что мы пишем, это в условиях, если бы раньше они на печатной машинке печатали, для них трудно было бы, скажем, 150 ответов печатать. Да. Сейчас с помощью компьютера это не проблема. И опять по кругу все шло бы. Только выход на собрание. Мы законопослушные, общественное объединение законопослушные. Пишем уведомления в акимат на каждую субботу и воскресенье. Получаем отказы формальные, типа там уже занято, какая-то молодежь будет что-то проводить. Там проводятся строительные работы и так далее. Естественно, мы едем, смотрим в указанное время, там ничего нет. Пару раз я ездил, полиция была. То есть вот этот ОМОН или с темными стеклами автобусы, вот они стояли. И где-то по углам площади у цирка 2-3 человека стояли. Площадь пустая. То есть это формальные ответы. Тогда мы предупредили,
что подадим в суд на акимат. Начали собирать все отказы. Начали собирать видеорегистрацию на эту дату, на которую нам запретили. И, о чудо, акимат нам разрешил. Причем разрешил сразу нескольким группам в августе. Но мы решили просто не распыляться и выбрали 20 августа. Вот, оказывается, в рамках закона, используя консультации, ну, кстати, Рахима Шакбаева тоже, и из Казахстанского бюро по правам человека, по защите прав человека, консультации, мы пришли к положительному результату. Таким образом, мое мнение, первое, любая поддержка политических партий должна быть массовой. Это раз. Второе, добиваться изменения законодательства. Это могут делать только партии, которые имеют представительство в Мажилисе. Какие законы? Я лично, как житель вокруг линейного парка, я до сих пор не уверен, что при существующих законах мы защитили линейный парк. Значит, развивать закон о местном самоуправлении, как это делается на Западе. Не просто какие-то там общественные слушания. Мне прислали протокол общественного слушания с возмущением. Ни одного человека, которые участвовали и согласились с застройкой, в этом районе не живет. Причем иногда проводят общественные слушания застройщики без объявления и в районе противоположном, на другом конце города. Ну, издевательство. Значит, развивать закон о местном самоуправлении. Причем не районного местного самоуправления. А городского. И не городского, а, скажем, по микрорайонам. Вот в наше общественное объединение входят товарищи, повторюсь, грамотные, воспитанные, по много лет жившие за рубежом, получившие там образование. В Лондоне простенький пример. Приходит застройщик, говорит, я хочу открыть или пекарню, или что-то, или построить в вашем районе, микрорайоне. А взамен я сделаю для вас то-то, то-то и то-то. Устраивает, пожали руки, заключили договор. Не устраивает, спасибо, до свидания, он идет искать другое место. Вот так должно быть. А так, прошу прощения, мы же друг друга и не знаем. Проблемы. Например, что вы знаете про лыжную базу? Ну, я ничего не знаю. Ну, это отдельная песня. Какой объект не возьми, отдельная песня. Да. Если время есть, я с удовольствием расскажу. Расскажите. Но я так никогда и не докончу. Не, ну давайте Причины вкратце про лыжную базу. Да. Центральный парк. Знаете? Да, знаю. Там стоит синее здание, ресторан, опять название забыл, бог с ним. И вот мне весной, кстати, когда создавали общественное объединение, приходят два товарища с лыжной базы, две родительницы, которые несколько лет пишут, возмущаются и так далее. О чем? Чуть дальше. Вот у них такая-то проблема. Неделю я изучал, потом вмешался в их процесс. Суть. По народной молве это лыжная база, ресторан. Лыжная база должна была включать гостиницу, естественно, питание, ресторан, сауну и место для тренировок. Прекрасно. Более того, народная молва говорит, что Елбасы при всех минусах его есть и положительный плюс. А я стараюсь быть объективным и говорю, что положительно сделал. Он сказал, лыжная база дарится лыжной федерации, то есть лыжникам. Там, грубо говоря, два направления по лыжам. Лыжники, традиционный спорт, возможно, биатлон, триатлон, это они мечтают, плюс спортивное ориентирование. В каком-то году, опять я должен пользоваться блокнотом, к сожалению, не догадался, у них все это отобрали, у лыжной федерации, выделили маленькое помещение лыжной федерации. И для тренировок детей
был период, когда их полностью оттуда выгнали. Они тренировались и, да грубо говоря, что скрывать, под деревьями раздевались и тренировались. Родители в такое положение возмутило, добились аренды подвального помещения у владельца, хозяина этой лыжной базы. За аренду платит, Министерство спорта и культуры, там идет цепочка, платят 1 000 000 тенге за сколько-то там. Ладно бы это помещение было нормальное. Там юноша 1,70 м должен раздеваться, нагнув голову. Не 1,75 м, 1,70 м может стоять еще. Представьте положение. Тренируется. Вентиляция отвратительная. Это подвальное помещение. У нас по спорту я это знаю. Возмутительно. Это возмутительная ситуация. Вот. И эти две женщины несколько лет пытались доказать, добиться, активистки. Кстати, они сейчас проводят соревнования. Сегодня по лыжным гонкам. 9-го где-то в Алматы будут по спортивному ориентированию. Ездят в основном за свой счет, особенно родители. Может, кто вошел в сборную города или это, может, а остальные ездят за свой счет. Там фанаты в лучшем смысле слова, фанаты этого спорта, лыжного спортивного ориентирования. Не в том смысле, что они зашоренные только. Понятно, это тащится, у нас детский юношеский спорт тащится за счет родителей. Вот. А как там начинается, а как развивать дальше спорт, это бог с ним. Это не будем сейчас, да. Да. И эти товарищи приходили, депутаты маслихата, когда уже начались собрания, это, повторяю, с нашей подачи, с общественного объединения, только собрания тогда вас услышат. Сразу забегали, начались звонки, началось давление на тренеров. Сейчас ситуация такая. Им пообещали на нужном месте построить лыжную базу, пока продолжат заниматься в этих отвратительных условиях дети, хотя могли бы подвинуть за счет сауны. Фактически, давайте называть вещи своими именами. Это ночной клуб с сауной из гостиницы. И как там, видать, сидит какой-то хозяин, которого никто не может подвинуть. Совершенно Давайте верно, своими мне именами. фамилии называли. Но в конце-то концов и подвинуть можно. Да, если иметь такую мотивацию и реально хотеть помочь развитию детско-юношеского спорта. А если хотеть иметь от этого деньги, то, конечно. И приходили, тогда партия была Нуратан, городской маслихат. Важные, вальяжные, но я человек воспитанный, но когда тоже могу и рявкнуть, и немного сразу притихли они. А когда посмотрели, в каких условиях занимаются дети, полностью согласились. Но результат. Все заглохло. А мы просили только об одном. Пусть хозяин подвинется чуть-чуть за те же деньги. Пусть хотя бы сауну расширит. Надо просто опубликовывать, я думаю, списки, фамилии всех этих владельцев, этих объектов. Вот мы сейчас теперь опять что делать возвращаемся. И самый-то парадокс. Если родители на 2-3 собрания выходили массово, директора спортшкол, это спортивная школа номер 2, еще каких-то там, все хорошо, договорились, городской комитет физкультуры, может он сейчас иначе называется, неважно. Суть. Идем, решили, успокойтесь, все будет нормально и так далее. Народ успокоился, тишина, а ребята будут заниматься в тех же условиях. Ничего не решается. Абсолютно. И где эти депутаты? А ведь еще водная станция занимается в железном ангаре, переодевается. Да такое это много, я сейчас вам расскажу. Вот. Теперь что делать? Продолжим. Давай, теперь что делать? Дальше. Вот местное самоуправление. Это закон о местном самоуправлении, который должен быть адаптирован к нуждам жителей. Да. Вот как раз-таки они могли бы решать все эти вопросы. Вот. Дальше. Это надежда на партию. Да. А сейчас на первых порах ждать, пока поменяют, только активность жителей. Собрания. Писать надо. У меня иногда создается... Надо тогда требовать отставки такого градоначальника. Совершенно верно. Не только отставки. В декабре еще, когда я уже понял, что безнадежно,
я уже начал изучать юриспруденцию с тем, чтобы подать в суд на Кульгинова и на Уранхаева. Потому что их деятельность, не побоюсь такого термина, является вредительской для города, государства и всех жителей Астаны. Ну, Уранхаев, пока я что-то изучил, благополучно пересел на более высокое место. Категорично добиваться суда над Кульгиновым меня не поддержали. Это связано с адвокатами, с деньгами. Хотя, может быть, стоило бы. Вот. Добиваться отставки. Добиваться не только отставки. Собственно говоря, Кульгинов, наверное, все же неплохой профессионал. Прекрасные внешние данные, прекрасная речь, харизма какая-то, умеет обаять. Ведь не зря же на его сайте такие восторженные отзывы, когда фотографируют все. Есть у него плюсы. Полное отсутствие контроля. Слуги народа, они не являются слугами народа. Надо нам сейчас добиваться уже реорганизации общественного совета. Ведь, например, пригласили нас позавчера, по-моему, на утверждение или на рассмотрение кандидатуры на должность главного архитектора. И мы должны просто сидеть, не имеем права ни задать вопрос, ни комментировать. Ну, понятно. То есть это игра в демократию. Это игра, чтобы замочить. А нужно реально внедрить систему, чтобы жители могли влиять на свой город. Участвовать и влиять. Вот, кстати, в сентябре Тогда или в октябре... в целом нужно еще и добиваться выборности акимов. Тут я не знаю, не специалист, не берусь судить. Собственно говоря, с кем я общался, они неплохие специалисты. Ну, все специалисты неплохие, а результат, Согласен. извините, налицо. А где гарантия, что на популизме не пройдет? Ну хорошо пройдет, так его через какое-то время могут и снять сами жители. Простите, депутата можно снимать? Есть же закон об отзыве. Попробуйте, реализуйте. Сколько сил. Вот надо совершенствовать, да, и отзыв депутата. Да, и надо отзыв, и контроль над депутатами. И контроль над властными структурами. Они для этого создали какой-то маслихат, например. Его назначение, в том числе и контролировать над исполнительной властью. Давайте будем завершать в заключении. С удовольствием. В заключении. Что бы вы хотели бы сказать? Вот такое резюме. Первое. Считать, что все бесполезно, это явно ошибочно и действует во вред простому человеку. Такое мнение действует во вред простому человеку. Второе. Нужно активно действовать. Пусть даже будем действовать неправильно. В рамках закона, но действовать. Тогда только обратят внимание на вашу проблему. Не зря же говорят, ребенок не плачет, да. Никто не знает. Третье. Нам надо всем объединяться. Я так и не закончил историю образования общественного объединения. Необходимость в этом каждая инициативная группа из вошедших и создавших общественное объединение пришла к мысли, исходя из собственного опыта. В одиночку мы ничего не сделаем. А в пределах общественного объединения мы обмениваемся опытом, как минимум. Мы объединяем усилия. И уже какие-то положительные результаты есть. Ну да, на каждом кейсе вы же отрабатываете конкретный опыт. Да, и вот к платформе единения, то есть, прошу прощения, к идее единения с Народной партией Казахстана мы пришли, исходя из собственного опыта. У нас одна инициативная группа работала, Смирнова, депутат Ирина Владимировна, оказывала им помощь уже больше 2 лет. Именно поэтому мы и подошли. Хотя лично у меня, я встречался со многими. Например, лыжная база и Нуратан, городской маслихат. Результат. А здесь мы уже рассчитываем. И вот городская боль, платформа, все же даст результаты. Вот такая ситуация. Спасибо. Город может стать лучше.
Да, спасибо большое. Мы должны вместе Спасибо и стремиться вам. к этому. Спасибо и вам. Правильная ситуация. И если будем отсиживаться, город пропадет. Мне никто не смог доказать, что теория капитализма ошибочна. К сожалению, при сохранении тенденции застраивать хаотично, незаконно, точными застройками, наш город погубит. Да. Спасибо большое.